Отдел реабилитации и внедрения новых технологий был реорганизован в 2021 году с целью решения научно-практических задач и внедрения новых технологий при оказании эффективной помощи детям с ограниченными возможностями, а также с целью организации консультативно-методической помощи кабинетам психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центров в Республике Казахстан. За 30-летнюю историю развития Национального центра развития специального инклюзивного образования отдел также менялся, так как перед отделом ставили новые и новые задачи. Если мы с вами обратимся в 90-е годы, когда только что на ноги вставал наш центр, то наш отдел был представлен службой психолого-педагогической коррекции детей с нарушениями умственного и физического развития. И задача или цель, которая стоялась перед нашим отделом, это было оказание помощи детям с нарушением психофизического развития и организация дефектологической помощи лицам с нарушениями в развитии. Сегодня перед отделом реабилитации и внедрения новых технологий стоят новые задачи, которые направлены на то, чтобы повысить качество оказания государственной услуги в сфере психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями. Это реализация задачи по апробации и внедрению новых технологий реабилитации детей с нарушением психофизического развития и координация деятельности кабинета психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центров. На базе нашего отдела были апробированы разные организационные формы оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Таким образом, сегодня мы с вами можем видеть реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции, которые занимаются оказанием государственной услуги в сфере психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями от 0 до 18 лет. Экспериментальные группы дневного пребывания принимают детей от раннего возраста до школьного периода. Такая возрастная категория детей в экспериментальных группах представлена в связи с тем, что основная задача нашего отдела заключается в том, чтобы детки весь свой дошкольный период подготовились к школьному обучению. И экспериментальные группы у нас представлены детьми раннего возраста, где детки находятся с 1,5 до 3 лет, и дети уже младшего дошкольного возраста от 3, 5 и 7-летнего возраста. В отделе реабилитации и внедрения новых технологий функционируют экспериментальные группы дневного пребывания. Эти группы работают в соответствии с новыми разработками и программами для детей с ограниченными возможностями. Организация учебной деятельности идет в соответствии с образовательными областями. И для того, чтобы детки обучались, у них формировались новые навыки, мы для детей создаем различные такие проекты. Да? И одним из проектов является создание огорода и такого мини-сада. Занятия в воде направленные на то, чтобы ребенок с радостью и с удовольствием развивал свою физическую сферу. Пребывание в воде способствует тому, чтобы напряженные мышцы получили расслабление, успокоились. И вода, плотно облегая тело ребенка, давала ему ощущения и снимала патологические состояния организма.